Инспекционная поездка главы Ингушетии начинается с сельского поселения Вознесенское. Махмуд Али Калиматов проверил ход работ по обеспечению сельчан качественной питьевой водой. Глава поинтересовался у подрядчиков темпами устройства линий водоснабжения. 5 часов они работают, как раз суточный запас воды, вот это население обеспечивает. А здесь будет накопители? Да, будет. Да. Сколько? 2 резервуара, 200 кубов. По 100 кубов 2 емкости здесь. Насколько 100 кубов хватает? 200 Там кубов. 1000 человек, по 200 литров норма суточная, как раз 200 кубов получается. Ну, это сутки. Да. Но помимо этого у нас будет распределение в сеть напрямую. Давай, в больнице дадим напрямую, мимо резервуара, в школу дадим. Работа по устройству линии водоснабжения общей протяженностью более 4000 метров ведется по поручению главы Ингушетии. В сельском поселении Вознесенское также установят насосную станцию для перекачки воды. Она будет предусмотрена для 2 насосов мощностью 45 киловатт в час, один из которых будет находиться в резерве. Насосная станция, она заводского полностью комплект изготовления есть. Импортные насосы, рабочие здесь, еще насос «Латыш». Они полностью в автоматическом режиме работают, без присутствия обслуживающего персонала в станции здесь. Установят и 4 накопительных резервуара по 100 кубометров каждый, 2 из которых предусмотрели в селении Южное, остальные в Вознесенском. Значит, бибиш бобол, где она 2 километра, 100 метров турбилась, Ачележер. Емкость Аллакия на самой верхней точке и южном поселке накопитель метрики. Тысячи емкости и насосная станция установили, запустили здесь был в данное время ходила и воин Балгуждерда. Мощность 200 кубов в сутках убил Жахан, 200-250 кубов в сутках убил Жахан. А пока власти организовали жителям подвоз воды, а это 210 дворов, где в общей сложности проживают более 1000 человек. Глава Ингушетии пообщался и с местными жителями. Махмуд Али Калиматов выслушал предложения и просьбы сельчан. Деньги нашли, протягиваем воду. Отвечает мэр города. Сказал, что сделает, все сделает. Вот, обращаться к нему. Все привозное, покупаем. Ну, сейчас надеемся при главу администрации, он обещал, все будет. Строительство водозабора ведется за счет средств из Национального фонда развития Ингушетии. Отставания от графика нет. Ввод в эксплуатацию планируется в конце сентября. На этом этапе она будет снабжать воду с чистого станицы Вознесенска. Так, если делать технико-экономическое обоснование вот этого варианта, затраты на него, на электроэнергию, основные траты электроэнергии, это составляет где-то 1500 рублей на суточный запас. А воду, сбора воды, цена этой воды, которая будет поставлена, около 10 тысяч рублей будет. И так сразу видно, что вот этот проект, он не убыточный. Далее глава Ингушетии посетил ГУП Алханчурская. Жатва озимых выдалась активной. Показатели по сравнению с предыдущими годами намного выше. Здесь собрали в этом году по 42 центнера с гектара пшеницы, по 41 центнер ячменя и 25 центнеров овса. Пшеница у меня 3 чем-то, здесь в данное время 2 чем-то. 2500 тонн, да? Да. Это большое хозяйство, да? 4500 гектаров. 4500, да? Не горит ничего? Не, ничего не горит. Постоянно? Да. Уже. А семенные будет из него, да? Да, мы сейчас на току стоит ячмень, элита, вакула. Мы его сейчас будем чистить. И ожидайте тоже на пшенице. Там тоже будем чистить. Также Махмуд Али Калиматов посетил ГУП «Зори Кавказа» и оценил урожай нынешнего года. Аграрии потрудились на славу. Они собрали рекордные 40 центнеров с гектара пшеницы и 45 центнеров с гектара ячменя. На семенице, На семена, да? Очищены уже на семенице. И ты больше 40 гектаров взял, центнеров взял? Ну, в этом году, да. Ну, дух удобрений, обработка. И у меня поля были чистые. Ага. Вот здесь у тебя сколько? 200 будет? Здесь больше. Больше, да? Да, здесь 300 с лишним тонн. Ну, его надо еще раз до семена очистить. Да, очистить, да. Ну, Да, Берки дыхал. Я стал.
Глава Ингушетии отметил, что регион способен полностью обеспечивать себя зерном, но почему-то некоторые фермеры предпочитают закупаться в других республиках, в то время как наша пшеница не уступает по качеству. Убежден, они покупают в Ставрополе, Краснодаре, Ростове, может быть. И они не знают, что здесь есть. В любом случае, по чистоте гарантированно. Да нет, я вижу, потому что на лодке разбрасывали, на колхозном, я знаю, дробил. Да. Теперь. Глава Ингушетии посетил также и единственное в республике предприятие по переработке овечьей шерсти, которое запущено на базе ГУПа «Зори Кавказа». Первая партия шерсти поставлена подведомственными государственными унитарными предприятиями. Начаты работы по их очистке и прессованию. Махмутали Калиматов проверил, как устроен цех. Барабан. Потом сюда, последний. Потом пропускает Через валик, да? этот станок. Да, он чапляки. И сюда. ГУПы и КФХ, имея на своем балансе поголовье мелкого рогатого скота, смогут поставлять в необходимом количестве шерсть для переработки, что и станет стабильным источником сырья для работы этого объекта. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.